Добрый вечер, это трибуна нового века на ТНВ. И сегодня мы говорим на очень интересную тему. Лестница успеха для молодых. Как не поскользнуться на первых ступенях карьеры. Как пройти по прямой дороге. И чем могут помочь республиканские молодежные программы. И какие идеи сегодня готовы предложить молодые и активные. Итак, это трибуна нового века. Я представляю сегодня тех, кто с нами за трибуной и в студии. Это Рустам Камилович Гаязов, заместитель начальника управления президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики. Добрый вечер, Хайри Акич. Хайри Акич, добрый вечер. Фарид Мударисович Ханифов, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан. Впервые у нас в гостях именно в этой программе. Хайри Акич. Андрей Иванович Поминов, первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан. Добрый вечер, рада вас видеть. Добрый вечер. Также сегодня с нами Алла Абросимова, председатель молодежного правительства при кабинете министров Республики Татарстан. Здравствуйте. Снова без портфеля. В прошлом году он также приходил к нам в гости. На видеосвязи с нами сегодня уже в новом статусе Алла Кондратьева, заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан. Добрый вечер, Алла. Добрый. В прошлом году вы с нами были здесь рядом и в другом статусе. Жаль, что сегодня не с нами. Итак, еще с вами встретимся и поговорим. Оставайтесь с нами. У нас сегодня в студии также присутствует, минуточку, это Ленара Бурханова, первый заместитель генерального директора, руководитель Центра «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Добрый вечер. Также с нами здесь Анна Макарова, руководитель движения «Волонтеры-медики» в Республике Татарстан. Здравствуйте. Максим Бутылин, руководитель студенческой антикоррупционной комиссии в КФУ. Здравствуйте. Рядом с Максимом Валерий Ломака, молодежный помощник мэра по антикоррупции города Набережных Челнов. Здравствуйте. Удивительные люди у нас сегодня в гостях. Продолжаем дальше. Это Роберт Нагуманов, победитель грантового конкурса на сумму более 1 000 000 рублей. Заодно и узнаем, какую идею бизнеса он предложил. И хочу сразу заинтриговать. Это заодно из очень такой коварной и сложной сферы. Это ЖКХ. Узнаем, чуть позже вы нам расскажете. Также вместе с нами сегодня Алена Лапенкова, руководитель республиканской молодежной антикоррупционной программы «Не дать, не взять». Добрый вечер. И мне так интересно написали, кто это, да? Всадник креатива, YouTube-квартета «Громкие рыбы» Тимур Исмаев. Добрый вечер. Какое название, такие герои, да, и мы тоже услышим, о чем так громко кричат громкие рыбы. Ну что, гостей мы представили, мне кажется, что мы можем продолжить наконец-то начнем свое общение. Я напомню телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете задать свой вопрос участникам, гостям студии. Наш телефон 554-56-10, код Казани 843, звоните. Но пока же я хотела обратиться к таким цифрам. По результатам социологического исследования, проведенного в республике в этом году, итоги только подводятся, но у нас есть информация, что цифры практически совпадают с итогами прошлого года. Итак, с коррупционными проявлениями сталкивается каждый 12-й респондент. Но, впрочем, надо отметить, что кривая коррупционных рисков снижается. 5 лет назад для сравнения с проявлением коррупции сталкивался каждый 5-й человек. Наиболее часто обозначенные сферы там, где человек напрямую сталкивается с принятием решения конкретным должностным лицом. И вот что интересно здесь, вот мнение о коррупционности, о коррумпированности работников определенных сфер среди молодых людей выше, чем у взрослых. И поэтому у меня первый вопрос все-таки к Рустаму Камиловичу, как заместителю начальника управления президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики. Вот как вы прокомментируете эти цифры и насколько сегодня для вашего управления в целом приоритетна работа с молодежью именно в сфере антикоррупционной политики? Хотелось бы акцентировать ваше внимание на следующем. Чтобы работать с каким-то явлением, в том числе в обществе, необходимо знать его природу и его особенности. Также и с коррупцией. То есть мы не только должны знать, что она существует, но должны знать и ее уровень, состав, наиболее важные направления. Как это сделать, как замерить, да? Если мы говорим о преступлениях коррупционных, отталкиваться, допустим, в регионе большое количество выявленных преступлений коррупционного характера, это говорит о том, что большой уровень коррупции или о том, что правоохранители хорошо работают. Либо наоборот, если выявлено меньшее количество преступлений, то есть плохо работают правоохранители, или действительно там все хорошо, да? И на сегодняшний день самый эффективный способ – это проведение социологических исследований, мнений населения. У нас в республике уже с 2014 года ежегодно такие опросы и исследования проводятся. Отсюда есть у нас динамика, как она меняется, что является актуальным, и это позволяет сконцентрироваться на ключевых точках. Как вы уж правильно отметили, на сегодняшний день каждый
12-й житель, а раньше это доходило до 25%. Это наглядный пример правильности и результативности нашей работы. Действительно, на сегодняшний день под руководством нашего президента Рустама Нургалиевича Минниханова проводится большая работа, направленная на профилактику и снижение коррупционных проявлений. У нас в республике работает комиссия по координации работы по противодействию коррупции. При ней функционирует республиканская экспертная группа по противодействию коррупции, выездами которой уже охвачены практически все муниципальные районы и ряд министерств и ведомств. Второе направление – это воспитание и повышение правовой грамотности. И именно здесь делаем акцент на молодежи, потому что это наше будущее поколение, наше будущее. Как показывает история, только карательными мерами нельзя искоренить коррупцию, потому что всегда две стороны, да? Один дает, другой берет. И не всегда средства вымогаются. То есть человек осознанно шел и предлагал, да, потому что ему нужно лучше, там, больше. И поэтому важную роль в профилактике коррупции играет именно роль воспитания. Поэтому у молодых у нас людей еще не до конца сформировано мировоззрение. Они пластичны, восприимчивы к новым идеям, социально активны и остро чувствуют несправедливость. Поэтому очень важно направить всю эту энергию в правильное русло, дать возможность самовыражения и обеспечить равнодоступность социальных лифтов. Ну, как раз подошли к тому ролику, который мы хотели бы сейчас представить, по поводу креативности, необычных идей и так далее, что предлагает сегодня молодежь. Сейчас я предлагаю посмотреть на экране ролик под названием «Если бы в России не было коррупции». Снят он видеоблогерами. Так, смотрим. Здравствуйте, старший лейтенант Пименов. Пересечение двойной сплошной, штраф 5000 рублей. Точно? Может, сначала подумайте, а? Ведь все-таки я сын замминистра. Давайте я вас, наверное, прав лишу, да? Так будет лучше. Ну, конечно. Это будет хорошим примером. Не до конца, конечно, этот ролик, он намного длиннее, но герой этого ролика здесь, в нашей студии. В этом ролике, на самом деле, есть и риск, и говорим мы и о риске бытовой коррупции, и о родственных связях, да, и вывод о доверии к власти. Вот, Тимур, почему громкие рыбы взялись за коррупцию? Всем привет, особенно тем, кто, наверное, нас не знает. Мы блогеры, ютуберы, у нас очень много миллионов просмотров, и одной из темы роликов мы выбрали коррупцию. Ну, знаете, есть такие вечные темы, как любовь, отцы и дети, отношения и, к сожалению, коррупция. Ведь, как многие знают, то, что даже светлые умы, которые жили там в веке в 19-м, высказывались об этой проблеме, живя в Российской империи, а сейчас вот уже Российская Федерация, а все равно проблема актуальна и по сей день. И мы решили тоже попробовать взять эту великую тему, вечную тему, так сказать, и сделать на нее сатирическое, так сказать, наше обозрение. Тимур, скажите, пожалуйста, вот просмотры видео, допустим, там, о любви, либо еще о чем-то, сравнимы с просмотрами по коррупции? Кто в лидерах в этой сфере? Наверное, все-таки ближе, ну, знаете как? YouTube — это лотерея, и что-то смотрит очень много людей, а что-то смотрит очень мало людей. Сколько смотрит коррупцию? Все равно же, вы же анализируете. Ой, я не знаю, у нас столько так много миллионов, потому что я уже забыл сам, уже какой там лишний миллион туда, хватит. Лишний миллион обратно. Мы сейчас тут я, конечно, мы имеем право попиарить и так далее, но все-таки внимание привлек этот ролик, насколько сильно он привлек, и насколько вы оценили, что это интересно. Это интересно видеть, слышать молодежи, и не просто прикалываться, да, а что это полезно. Ну, привлек, ну, как минимум, я здесь, вот так вот, меня сюда позвали. Да, видимо, все-таки резонанс есть. Ну и просто, действительно, люди в комментариях писали, да, это было остро социально. Наверное, поэтому можно сказать то, что определенного рода KPI достигнут. Замечательно, с чем вас и поздравляем. Вопрос у меня тут же все-таки к Фариту Мударисовичу. Ну, понятно, что министр транспорта и дорожного хозяйства. Мы много говорим о том, что для успешной карьеры, и, по-моему, во все времена это было, нужны близкие родственные связи, кумовство. Кто-то говорит, удачливым надо быть, да? То есть есть у нас в Татарстане особая характеристика. Но вот ваше мнение сегодня, вы все-таки, действительно, ваш богатый карьерный опыт. Вы долго шли к этой должности, вы начинали
эту карьеру с низов, да, практически. Вот на ваш взгляд, что сегодня необходимо для того, чтобы достичь определенных высот? Мы не говорим сейчас о министерских, да, мы говорим о том, чтобы реализоваться в жизни. Действительно ли необходимы родственные связи? Спасибо. Во-первых, большая честь вот находиться в этой студии с вами. Я думаю, наша молодежь, вот, закончив образование, получив образование, закончив вузы, должно четко определить систему координат, в которой он будет работать. Или ты работаешь на себя, ищешь место. Или ты понимаешь, что являешься членом команды, работаешь в системе. Отсюда, наверное, вот и начинается тот самый карьерный рост, о котором вы говорите. Если искать место, вот, то сразу, то это примерно 10% от того, что вообще можешь найти. А если ты станешь системным работником, в коллективе будешь работать, то, скорее всего, 90% того места, которое ты и не знал, и не предполагал, ищет и видит тебя. Вот у всех, кто сегодня занимает должности, я дружу со многими, товарищи мои, вот у всех все-таки одна и та же стезя. Это трудная, долгая работа в коллективах, с людьми, полная отдача самого себя. Как только ты становишься руководителем даже небольшого коллектива, допустим, в 10 человек, ты уже берешь за них полную ответственность. Вот самоотдача, умение работать и понимание, что нужно работать всегда, несмотря что впереди выходной, отпуск отложить. Может быть, даже ты в семью не доносишь вот эту всю любовь, а оставляешь ее на работе, свободное время уделяешь работе. Вот оттуда начинается вот эта система координат. Это как айсберг. Ищешь место, найдешь 10% места. Сделаешь так, чтобы тебя место искало и система тебя двигала. Вот это 90%. Здесь, по-моему, успеха больше. Поэтому умение концентрироваться и выбрать свое место вот, является наиболее таким главным. А кто вот вам помог в этой системе координат определиться? Знаете, система, которая работала тогда, но назовем ее советской системой, она была напрямую завязана с наставничеством. Ты попадал в коллектив, и ты все время был при людях, в коллективе. И вот уже как ты сам себя вел, как ты реагировал на сложные ситуации, как ты принимал решения, брал ли ты ответственность на себя, или ты немножко в сторонке оставался. Как раз-таки вот система тебя видела, система тебя оценивала. Ты был записан или записывался вот в эти кадровые резервы. Тогда очень модное слово было. Оно и сегодня тоже модное становится. Очень хорошо, что оно сегодня становится модным, это слово. И вот таким образом руководство видело специалиста и видело именно ту стезю, где ему сегодня, сейчас можно доверить и определяли должности. Ну, вам очень сложно, конечно, доверили должность, сферу деятельности. Прежде чем перейти вот к вопросу того, у кого недавно портфель, вот скажите, пожалуйста, ваши первые ощущения, когда все-таки получили первый министерский портфель? Это то, к чему вы шли всегда? Или это было просто, вот вы восприняли как нормально, вы работали все это время честно, открыто, прямо, и что это было логичным завершением, что называется, в карьерной лестнице стать министром пока Татарстана? Нет, конечно, откровенно. Это было совершенно неожиданно. И, честно говоря, с большой тревогой я эту новость встретил. Вот все, что могу сказать. Ответственность? Ну, ответственность. Должность – это от слова «должен» теперь работать. Обязан работать. Так что, почему задала вам этот вопрос? Потому что мы год назад, ровно так же, на этой трибуне «Нового века» я все пытала Аллу Абросимову, она стала председателем молодежного правительства. И я говорю, у тебя министерский портфель есть? Она говорит, есть. Я говорю,
Маленький, наверное, только, раз молодежный. Она говорит, нет. Я говорю, может быть, розовенький и так далее. Мы искали отличия определенные. Алла тоже одна из тех, кто, наверное, может нам сегодня рассказать о своем карьерном пути, наверное, еще. Мы пока тут, я думаю, этот портфель... Еще, наверное... Еще только, наверное, начало, да. Она тоже окончила университет, продолжает учиться, до сих пор участвует во многих республиканских программах. И вот как, на ваш взгляд, Алла, кто действительно может получить билет на успех вот, в эту космическую ракету карьерную? Хорошо, если мы об этом говорим. Ну, карьера, давайте мы будем говорить, что это не четко карьера, я хочу быть министром транспорта и дорожного хозяйства. Да? Мы говорим о карьере, о том, чтобы самореализоваться и состояться в этой жизни. Я, конечно, здесь поддержу, наверное, Фарита Мударисовича, тот, кто много работает. Но здесь, конечно, тоже нужно понимать, что это большой личный вклад, это терпение и труд, все перетрут. Когда ты от выходных приходится отказаться, когда ты и к экзаменам стараешься побольше подготовиться, а не просто так наобум идти сдавать зачет или экзамен. Здесь, конечно, большой вклад и личный, и команды, которая с тобой рядом. То есть всегда ты, если ты один на твоем пути, конечно, ты мало чего сможешь достичь. Это всегда ребята, которые тебя поддерживают. Но, конечно, здесь стоит отметить, что, в принципе, Татарстан — это такая действительно территория возможностей, которая любому молодому человеку, вне зависимости от возраста, от социального статуса, от места проживания, это село или город, или, или деревня, это возможность реализоваться в любой сфере. И здесь мы говорим о том, что благодаря поддержке, наверное, президента Рустама Нургалиевича Минниханова существует множество площадок и социальных лифтов, которые сегодня очень модны. И здесь, конечно, стоит различать вот такой тоже дискуссионный вопрос: социальная лестница или социальный лифт. Когда ты степ-бай-степ снизу вот идешь и движешься вперед, работаешь в разных командах, работаешь в разных ведомствах, отраслях и действительно развиваешься, или все-таки так, сел на этот социальный лифт, взлетел и такой счастливый и довольный сразу там стал кем-нибудь. Здесь, конечно, такой вопрос дискуссионный, потому что важно и то, и, конечно, возможности взлететь тоже всегда есть. И вот мы в этом году вошли с Рустамом Камиловичем в кадровый резерв президента Республики Татарстан. И когда у нас была встреча, мы поняли, что мне 23, и самый младший, в 2 раза младше самого старшего в кадровом резерве. И мы поняли, что... И, конечно, здесь Рустам Нургалиевич немножко пожурил. Он говорит, вот, конечно, ты еще пороха не ела, что надо по земле еще походить, в деревне еще поработать. Ну, то есть все-таки наш руководитель тоже понимает, что нужно работать, нужно трудиться, развиваться, и, конечно, этому способствует только такое личное усердие над собой. Ну, все-таки скорее лестница. Скорее лестница все-таки, да. В Татарстане степ-бай-степ. И сам понимаешь, что это тебе больше поможет, когда ты поработал в разном статусе, поработал в разных командах, то есть знаешь все детали, каждый функционал, все компетенции тебе уже доступны, и ты можешь делать любой проект. Хорошо, и сейчас к другой Алле, которая с нами сегодня находится на видеосвязи. Алла, еще раз добрый вечер. В министерстве вы возглавляете сейчас уже социальное направление. Вот мы сейчас говорили о различных крупных республиканских программах, о кадровом резерве, которые были и в советское время, и в нынешнее, такая ценность определенная, которые помогают человеку пройти определенные ступени, социальную лестницу, да, и достичь определенных успехов. Вот какие приоритеты в следующем году Министерства по делам молодежи? Достаточно ли финансирования? Какие программы сегодня есть, чтобы пройти действительно социальную лестницу? Именно пройти ступень за ступенью, чтобы достичь своих поставленных задач и целей? Добрый день. У нас достаточно много лестниц, где молодежь может сейчас выбирать, какая лестница ей нравится больше. И тут, наверное, как от молодежи благодарность руководству республики, что такие лестницы есть. Есть безумное количество конкурсов, различных фестивалей, а самое главное — образовательных программ для творческой молодежи, для креативной молодежи. У нас, все правильно вы сказали, есть проект «Кадровый резерв», где вне зависимости от того, какая сфера деятельности тебе интересна, ты можешь получить бесплатную образовательную программу, которая поможет тебе прокачать не хард-скиллы, не профессиональные, а вот как раз надпрофессиональные, умение коммуницировать, умение работать в команде. Но, как правильно уже сегодня в студии сказано, это все зависит дальше от человека. Пользуется он этими инструментами, чтобы подниматься по лестнице, или не пользуется. Есть, только что прошел конкурс «Веркс», где мы помогали ребятам попасть в
кадровый резерв, например, государственной службы, если это интересно молодому человеку. Если интересно развивать общественные проекты, тогда есть много грантовых конкурсов. Пожалуйста, Роберт Нагуманов, отличный пример, который сейчас расскажет, как это проходить образовательные программы и потом выигрывать гранты и поддержку на развитие собственных проектов. У нас много примеров талантливой молодежи, той, которая пользуется инструментами разными. А остальным мы просто желаем присоединяться к этой команде. На самом деле информационная большая работа проводится и в вузах, и в школах, и в колледжах. Везде работают общественные организации, молодые лидеры, которые рассказывают молодежи о том, как подниматься по лестнице, какими лестницами можно пользоваться. На мой взгляд, у молодежи Татарстана, молодежи России много инструментов. На самом деле главное участие и правильно. Где-то ты набиваешь шишки, где-то ты, наоборот, получаешь какой-то успех первое взаимодействие с командой, первое рабочее место. Например, работает у нас портал «Работа молодым», где молодые люди могут найти свое первое рабочее место. Соответственно, важно пользоваться, мы всех ждем, и спасибо ТНВ, что у нас есть возможность ежегодно рассказывать о таких инструментах. Спасибо большое. Алла, если я не ошибаюсь, вы в общественную жизнь включились лет в 12, по-моему, да, уже состояли в общественных организациях всевозможных и себя искали? Да, именно так. Школа направила меня для участия в Совете детских организаций тогда. С первого взгляда, я думаю, что это не была любовь с первого взгляда, это было что-то новое, это было где-то преодоление себя. Тут родители важно, чтобы тоже воспитывали бойцовский дух. Помню, когда приехала на Совет детской организации, подумала, что, наверное, мне удобнее в школе быть, но вот тут мне мама сказала в свое время: не сдавайся. И я поняла, что надо оправдать ожидания. Еще раз приезжала, и школа у нас выбивалась в лидеры. И мы тогда первые начали развивать свои школьные газеты, школьное радио. А потом это стало уже интересно, и каждый новый вызов воспринимался как такой интересный опыт, где мы вовлекаем команды, новую молодежь. И, наверное, этот азарт и интерес к постоянному развитию, вот эти проекты во мне, по крайней мере, и я вижу, что в моих коллегах точно это воспитали. И так мы не сдаемся, идем вперед. Спасибо, Алла. И так мы услышали, да, Рустам Камилович, да. Вот у нас на сегодняшний день на сайте каждого госоргана муниципального образования есть сайт, где набирается кадровый резерв, то есть для замещения вакантных должностей. И любой желающий в случае соответствия каким-то квалификационным требованиям может принять участие, пройти испытания и попасть в кадровый резерв. То есть там конкурсная основа, это не папа-мама, а зависит от твоих способностей, от твоих знаний. И у нас есть кадровый резерв и в аппарате президента, в кабинете министров, в каждом министерстве муниципальных образований. Я также проходил этот кадровый резерв, и многие мои коллеги. У нас даже есть сотрудник, который долгое время проживал, работал в Ульяновской области, увидел конкурс на замещение вакантной должности, заявился, показал себя, проявил и в настоящее время успешно работает. В Татарстане? В Татарстане у нас подразделение. Вот так. Вот такие истории успеха от Аллы Кондратьевой, которая вырабатывала свой бойцовский дух с 12 лет. Интересный рассказ от Рустама Камиловича. Вот у меня сейчас все-таки вопрос к Андрею Ивановичу. У нас еще очень много программ именно в образовательной сфере. Очень много мер поддержки для молодых людей, получения высшего образования, как в стране, так и за рубежом. Я, конечно, не знаю, как происходит в этом году вся система, да, пандемийная, наверное, внесла определенные коррективы. Есть программа, вот эта «Алгарыш», достаточно известна, она работает уже долгие годы. Вот расскажите про них, какие направления наиболее сегодня востребованы, на ваш взгляд, и какие проблемы существуют, возможно, и какие новые возможности вы предлагаете от Министерства образования и науки Республики Татарстан. Спасибо за вопрос. Но я начну, наверное, с ссылки на Аллу Андреевну, которая сказала, что действительно в республике очень много различных мер поддержки нашей молодежи и детей, начиная с детского сада и кончая различными программами по включению в кадровый резерв. Это действительно очень здорово. Но вот одна из таких мер поддержки – это грантовая программа «Алгарыш», которая нацелена на получение образования или стажировку
ведущих научных и образовательных центрах мира, можно сказать. Программа существует с 2006 года. Через нее за это время прошло более 4,5 тысяч человек. И значительная доля этой программы, это примерно 40-50%, ну, от года к году это варьируется, это именно меры поддержки для молодежи. Это магистерские программы и стажировочные программы. Попасть может любой человек, имеющий высшее образование и самостоятельно заявившийся на эту программу. У нас на сегодня востребованность такая, ну вот мы анализ проводили за 2019 год, примерно 50% это инженерные науки, процентов 30, естественно, научные направления и 20% это гуманитарные направления. Действительно, спектр программ очень широк, очень много медиков, строителей, очень много ученых из различных наших вузов, практически из всех вузов республики, ну, естественно, это молодежь. Я могу сказать, что через программу прошли очень многие известные сегодня руководители в республике. Причем, когда они заявлялись, они были всего лишь выпускниками вузов. А сегодня они занимают уже руководящие посты. Можно парочку фамилий? Ну так, чтобы для примера. Ну, давайте я фамилии не буду называть, но у нас есть замминистра, у нас есть депутаты, у нас есть директор особой экономической зоны, у нас есть руководители крупных предприятий в этой программе. Причем я еще раз подчеркиваю, что они заявлялись, не имея этого статуса. Спасибо. И еще хочется по этой программе, наверное, немножко продолжить. Была проблема такая, что были, скажем так, невозвращенцы, да? Те, кто использовал эту меру поддержки, эту государственную республиканскую программу, как способ уехать, совершенно получить верно. образование. Есть, как сегодня осуществляется контроль? Есть ли такая проблема сегодня? Ну, на сегодня мы эту проблему купировали. На самом деле, несколько лет назад мы изменили несколько положений о грантовой программе и усилили, ну, ужесточили, скажем так, меры ответственности, которые на себя берет грантополучатель. Вот начиная с того момента мы как бы несколько претензий предъявили, в результате которых 23 грантополучателя в досудебном порядке вернули все, что было на них потрачено, ну, как бы в бюджет республики возвратили. И 13 решений судебных было, по которым также идет возврат средств, которые были потрачены. Но я подчеркну, что это не очень значительная часть. Ну, я приводил цифры. 4,5 тысячи у нас всего грантополучателей. И надо сказать, что значительная часть – это уже состоявшиеся люди, которые являются специалистами в вузе, в клинике, еще где-то. То есть они имеют постоянное место работы здесь и едут просто на стажировочную программу до 3 месяцев. Спасибо. Это «Трибуна нового века». Мы прервемся ненадолго на рекламу. Не переключайтесь, дальше мы продолжим. Итак, это «Трибуна нового века», и мы продолжаем. Сегодня мы говорим о лестнице успеха для молодых. И вот только что мы затронули тему программы «Алгарыш», которая очень популярна среди молодежи, чтобы получить обучение в лучших, наверное, образовательных центрах и за рубежом в том числе. Рустам Камилович, вот были нарушения, мы сейчас говорили, невозвращенцы. Когда-то невозвращенцем был Рудольф Нуриев, да, теперь невозвращенцы студенты, которые получили грантовую поддержку, достаточно серьезную, весомую. Какие нарушения были выявлены? Как вы считаете, сегодня выстроена эта программа? Ну, как Андрей Иванович у нас отметил, на сегодняшний день программа работает. Возможно, она успешно работает, да? Но так было не всегда. И пару лет назад по поручению президента мы проводили мониторинг реализации этой программы. И были вскрыты множество проблем. Это говорим о непрозрачном механизме определения победителей программы, отсутствие должного контроля. У нас доходило до того, что в министерстве представления не имели, там, трудоустроился человек, вернулся ли он вообще на родину, да? Все было отдано на откуп грантополучателю. Отчитался – молодец, не отчитался, ну и забыли его, да? Не велась претензионная работа с людьми, которые не соблюдали условия программы. По результатам мониторинга президентом республики Рустамом Нургалиевичем Минниханом были даны конкретные поручения, которые у нас на сегодняшний день позволили обеспечить должный контроль и прозрачность этой программы. На сегодняшний день я знаю, что на сайте в режиме онлайн человек, пожалуйста, может подать документы, отследить,
кто победил. Каждый год все списки выкладываются. То есть на сегодняшний день эта программа стала настолько прозрачной, что, я думаю, она успешно будет реализовываться и дальше. Тем более, одна из таких популярных, действительно, и мощных. Да, и вот как один знакомый рассказывал, к нему там обратились в свое время: помоги, как попасть в программу, подскажи. Он говорит: ну, а зачем здесь помогать? Вот сайт? Вот сайт, есть все открыто, прозрачно, пожалуйста, обращайся. И спустя, говорит, некоторое время он звонит, типа: да, ты мне подсобил. Ну, нет, говорит, такого и не было. То есть человек спокойно заявился и действительно поехал, продолжил свое обучение в одном из лучших вузов. Ну, изначально позиция найти кого-нибудь, чтобы ему помогли. То есть человек внутри выстраивает логистику. Это было возможно такую, из-за незнания. И мы же говорим о правовой грамотности, которую повышаем. Да, и прозрачности и открытости — это у нас враг коррупции. В том числе вот эта работа, которая сегодня министерством ведется, она направлена именно на дальнейшую успешную реализацию программы. Спасибо. И сейчас я все-таки предлагаю включиться в обсуждение Аллу Абросимову. Я так предполагаю, что этот год потребовал явной корректировки пандемийной, но были проведены все-таки дискуссионные клубы, и работа, как я поняла, не останавливалась. Противодействие коррупции оказывали и профилактировали, назовем так. Вот в правительстве республики, как считаете, вот слышит ли вас молодое поколение? Мы, если честно, были удивлены, насколько нас были готовы слушать и поддерживать, и всегда разъяснять. Ну, то есть мы понимали, что когда мы так немножко огульно говорим, что вот тут коррупция, вот тут кумовство, вот тут точно есть коррупционный риск. Да, мы провели 4 таких заседаний по разным ведомствам, провели такой межведомственный диалог по 4 отраслям и поняли, что действительно здесь министерство нас немножко скорректировали, наши какие-то недопонимания, где-то подсказали, где-то показали, насколько это прозрачно. Конечно, здесь и ведомство тоже понимает, что да, правонарушение есть, но сразу рассказывая о том, как эта работа по противодействию их ведется на сегодняшний день, и, конечно же, сразу приглашала нас к противодействию тех или иных коррупционных рисков. Поэтому здесь мы надеемся, что 9 декабря уже на форуме мы все те 4 заседания, которые провели, аккумулируем, и все интересные предложения представим уже руководству нашей республики. Но вот еще раз повторю, что сами обрадовались, насколько ни одно ведомство не сказало, что нет, коррупции у нас здесь нет, все прозрачно, все у нас хорошо, все открыто. Каждое ведомство признавало свою ошибку, какие-то свои недоработки, возможно, где-то, и даже говорили спасибо, что вы обратили на это внимание, давайте работать вместе, и всегда были готовы, говорили конкретный кабинет, куда заходить, куда приглашать, для того, чтобы вести этот диалог и решать те проблемы, которые возникают у молодежи в разной отрасли. Сейчас хочу передать слово, задать вопрос человеку, мне кажется, которого можно было назвать, ну, тоже молодого министра по антикоррупционной деятельности. Алена Лапенкова, она возглавляет движение «Не дать не взять». Сколько лет возглавляет, Алена? 2 года в этом году. 2 года. А самому движению 15 лет, да, если я не ошибаюсь? В следующем году нам 15 лет, да, у нас юбилейная дата. Это последний год моего руководства. Мы вот закончим на это, да. Мы сменяем, у нас сменяемость власти очень развита в программе. Ну, антикоррупционное движение, это нормально, так и должно быть, ротация кадров, все выверено. Раньше у вас всегда были образовательные программы, да, в течение вот этих 15 лет, ну, как мне казалось, квесты, мероприятия и так далее, и так далее. То есть что-то с Шерлоком Холмсом были всевозможные игры, квесты, которые мы запомнили. Вот что это вот больше все-таки для вас сегодня? Это вот подобные мероприятия? Это повышение грамотности среди молодежи или защита правовой грамотности, либо это защита молодежи? Как раз в этом году мы немножечко поменяли свой формат, потому что мы не могли работать в очном формате, ну, просто не предоставилась нам такая возможность в связи с ковидом. И, если честно, выезжая на всероссийские грантовые конкурсы, мы поняли, что на нас смотрят как на каких-то людей, которые развлекают в области противодействия коррупции. Когда мы говорим о серьезных вещах, что были претенденты, молодежь к нам обращается, на нас говорит, ну, у вас же вот, если группу ВКонтакте посмотреть, вот это и вот это. На самом деле нет. Мы как раз больше из истории правозащитной. К нам можно обратиться, и мы максимально прикладываем усилия, чтобы какую-либо проблему решить. Может быть, объяснить, потому что иногда молодежь просто недопонимает, что это не коррупционный случай, что здесь скорее просто нужно обсудить с преподавателем, с чем они столкнулись, что за ситуация, недопонимание возникло. И, собственно, у нас такое было и с экспертами, они нам тоже говорили, а зачем вы вообще этим занимаетесь, но вот за 4 года, что я езжу именно по грантовым конкурсам, в этом году нам тоже впервые предоставили грант, что спасибо большое Росмолодежи за это. И мы спокойно в следующем году, несмотря на все, будем работать. И даже уже вот 9 декабря у нас пройдет республиканский квиз на антикоррупционную тематику с ограничениями, но он все же пройдет, что нас очень радует. Мы возвращаемся в офлайн формат.
С чем вас и поздравляем. И ждем тоже 9 декабря. Это определенно значимая дата. Я думаю, что в конце программы мы об этом тоже обязательно поговорим. Сейчас мне хотелось задать вопрос Максиму Бутылину, руководителю антикоррупционной комиссии КФУ. Вот, для многих людей, на самом деле, начинается столкновение с жизнью, с реалиями жизни в университете, в высших учебных заведениях. Насколько сегодня часто к вам действительно обращаются? Вот сейчас Алена говорила, что некоторые не понимают, да, коррупция это или не коррупция. Обращаются или нет? Не статистическая ли должность у вас? Вот, извините, корректный вопрос или некорректный. Нужны ли вы действительно? Востребованы ли вы там? Добрый вечер, уважаемые коллеги. Действительно, вопрос верный. И вполне логично, что я выступаю после Алены, потому что мы сотрудничаем с республиканской антикоррупционной программой «Не дать не взять». И в этом плане мы, как Институт гражданского общества, вполне, как граждане, молодые граждане, стараемся помочь студентам, как в первую очередь в антикоррупционной профилактике и в просвещении. Поэтому обращения они имеются, они могут на анонимной основе либо обратиться, сообщить о тех или иных коррупционных правонарушениях, либо так или иначе мы с ними разбираем антикоррупционное законодательство, и это им поможет в ряде будущей карьеры, допустим. Да? И я хотел бы отметить, что этим занимаются не только юристы или представители социогуманитарного направления, этим занимаются и экологи к нам подходят, и медики, и физики, и химики. И я хотел бы отметить, что это не только по какой-то проблеме, а потому что это бывает вполне интересно. Но я хотел бы сделать еще акцент на том, что мы в целом занимаемся формированием антикоррупционного сознания поведения. То есть мы не ходим с наручниками, кого-то ищем в первую очередь. Мы занимаемся тем, чтобы... Есть, да, собственно. То есть у нас нет ни функций, ни полномочий, и нам не нужно этим заниматься. Мы занимаемся тем, чтобы у студентов не возникло желания совершить коррупционное правонарушение. То есть мы, по сути, занимаемся антикоррупционной профилактикой через различные мероприятия. И Алена как раз знает, и мы сотрудничаем, это и лекции, где как раз-таки присутствуют различные студенты разного уровня образования, разного профиля образования, да вплоть до лекций, собственно, до дебатов. И например, мы недавно проводили дебат на актуальную тему. Собственно, возможно, тот факт, что индексация повышения зарплат госслужащих поведет к уменьшению коррупции. Есть такое мнение, мы обсуждали, я думаю, это вполне актуальная тема в связи с тем, что Мишустин, премьер-министр России, объявил об административной реформе. То есть, по сути, мы развиваем гражданское общество и тем самым развиваем будущее поколение, чтобы они аргументированно подходили к тем или иным вопросам, к вопросам антикоррупционной политики в том числе. Замечательно. Если что, зовите ТНВ, мы с удовольствием тоже подобные дебаты на подобные темы, с удовольствием с ними в информационных программах покажем. Да. Я бы хотел отметить, что ребята действительно делают очень важную, очень нужную работу, да? В том числе это как просвещение правовое наших студентов, будущее поколение, потому что в случае, если ты совершаешь какой-то проступок коррупционный, ты уже ставишь, возможно, крест на своей будущей карьере, да, и я думаю, никогда судимый, даже бывший с погашенной судимостью человек, он не сможет работать в тех же правоохранительных органах, возможно. И о чем мы говорим, да, действительно, эта работа важна, поэтому она должна быть больше и активнее проводиться. Хорошо, вас услышали, но и то, что эта работа проводится, меня, например, удивила эта должность. У нас в зале присутствует сегодня человек, который является молодежным помощником мэра Набережных Челнов по коррупции. По антикоррупционной работе, наверное, где-то даже так точнее, да, по коррупции. Наверное, не совсем точно сказал, как мне кажется. Такие должности появились, вообще меня это сам факт удивляет, но это здорово, что молодежь включается, в том числе в управление городом, да, это определенный социальный лифт, лестница, как вы это назовете. Чем вы занимаетесь, Валерия Ломака? После того, как я поучаствовала в конкурсе молодежных помощников муниципальных глав Республики Татарстан по противодействию коррупции, мы тогда провели в рамках конкурса 3 мероприятия. Это было как конкурсное испытание. Мы провели за честные дороги, честный квиз и также просветительское мероприятие в школе. И наша основная сфера влияния, на которую мы влияем, это образование, потому что именно со школьной и студенческой скамьи
вот эти нечестные поступки, они могут вылиться в более глобальный масштаб, и поэтому в основном мы занимаемся как раз-таки просветительской деятельностью и проводим такие мероприятия ежегодно. Вот. Наиль Магдеев вас в лицо знает, он Да. с вами встречается, он с вами обсуждает вопросы, он понимает, кто вы? Именно благодаря вот этому конкурсу у нас появилась возможность взаимодействовать и с мэром города, и также с молодежным помощником по антикоррупции. Ну, прислушиваются, в вот честно? Набережных Челнах. Прислушиваются? Да, конечно. Серьезно мы вместе взаимодействуем. Вот буквально на той неделе мы встречались с Файсхановым, молодежным помощником мэра города по противодействию коррупции, и обсуждали дальнейшие цели нашей деятельности. Рустам Камилович, вот как вы относитесь к внедрению таких людей в органы власти, молодежи? Ну, я думаю, это нужная вещь, да? У нас, я хочу сказать, что единственный регион, где есть должности, муниципальные помощники глав муниципальных районов по противодействию коррупции. Сейчас вот общественное движение, это молодежные помощники, которые так или иначе ведут работу, направленную на профилактику, на минимизацию коррупционных проявлений. Спасибо. А сейчас мы хотим поговорить с Ленарой Николаевной. Ленар, можно Ленара, наверное, да? Вот отучились, проговорили мы про студенческую скамью, про вот определение системы координат, о которой говорил Фарид Мударисович. Вот дальше. Перед человеком открыта дорога. Есть ли сегодня дорога молодым в сфере предпринимательства? Какие меры поддержки есть? Конечно, безусловно, дорога молодым есть, и Министерство экономики Республики Татарстан сегодня уделяет большое внимание развитию молодежного предпринимательства в том числе, и создает благоприятные условия для развития этого молодежного предпринимательства. Так, сегодня студенты, выпускники вузов могут обратиться, которые являются уже субъектами малого и среднего предпринимательства, они могут обратиться к нам в Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан, получить микрозайм до 500 тысяч рублей по ключевой ставке ЦБ РФ, соответственно, на то, чтобы развить свое дело. Могут получить услуги по финансированию сертификации, услуги по финансированию участия в выставках, услуги по финансированию размещения на электронных торговых площадках. И, конечно же, на всем пути мы сопровождаем как начинающих, так и действующих предпринимателей, проводим очень много образовательных мероприятий, поэтому наши двери всегда открыты для молодежного предпринимательства. И если нас сегодня смотрят те самые будущие молодые предприниматели, пожалуйста, приходите к нам. Министерство экономики Республики Татарстан в этом, конечно же, поддержит. Даже приглашают, да? То есть вот, приходите, меры поддержки есть, воспользуйтесь. Ну, конечно же, у нас помимо грантов Минэкономики есть, допустим, направление сельского хозяйства, начинающий фермер. У нас множество промплощадок открытых, IT-парк, у нас существует город целый Иннополис. Это все возможности для молодых. Ну вот одной из возможностей воспользовался еще один наш участник, Роберт Нагуманов. Он у нас в зале сегодня. Ты предложил бизнес-идею по утилизации мусора, да? Не совсем бизнес-идею, проект социальный. Если бы это была бизнес-идея, я бы мог обратиться к своим коллегам и взять, наверное, кредитование на бизнес-идею. Да, вам туда, если что, было бы. А так да, вы получили грант. Так это проект социальный, поэтому я запросил на него грант. Грант составил 1 200 000 рублей, то есть привез федеральные деньги в Республику Татарстан. Вот видите, как размышляют, да? Привез федеральные деньги в Республику Татарстан. Фарид Мударисович, хорошая фраза, да? Это наш человек, да. Да, вот душа у меня болела за экологию у нас в республике. Сам родился и живу в Казани, и появилась идея сделать такой проект, который поможет людям начать правильно сортировать мусор и сдавать его в переработку. Ну как это, если коротко, что я должна сделать? Если коротко, вы у себя под раковиной в стандартном месте ставите ведра для раздельного сбора отходов и потом несете их в пункты приема. А затем уже из пунктов приема все отправляется на переработку. Также в том числе можно будет получить вознаграждение за отсортированное вторсырье в виде промокодов на какие-то онлайн-кинотеатры, сервису по образованию. Ну и в том числе хотелось бы сказать, что у нас в России на данный момент сфера переработки вторсырья набирает обороты. Хочется, чтобы это, конечно, было как в Японии и Швеции, к этому стремимся и, надеюсь, будем стремиться все вместе. И цифровизация помогает сделать эту сферу более прозрачной.
То есть, если мы будем проводить аналогию с госзакупками, то мне кажется, что со вторсырьем будет такая же история. Прекрасно. Мне еще очень понравилось, что у человека не идея быстрого обогащения, да? У него социально значимый проект, под который он получает грант. Это не просто «я хочу заработать, взять кредиты только предпринимательства». Здорово, что есть поддержка и тех, кто занимается социальными проектами, которые... Душа болела за экологию, да, как говорит да. Роберт, Вот как ранее Алла Андреевна заметила, у нас есть огромный потенциал в республике в качестве платформ. Это как республиканский конкурс «Вверх», так и кадровый резерв, который я лично прошел, где я научился и писать вот эти самые проекты, грамотно оформлять заявки. Да, у меня было огромное количество неудач. Сама идея появилась в конце 2019 года. Летом было множество форумных кампаний, где не получалось получить поддержку, но вот пару дней назад получилось, к счастью. Действительно, в том году на форуме 9 декабря Роберт как раз предложил эту идею в адрес, на антикоррупционном форуме, в адрес руководства, и вот через год, через тернии к звездам, да, он уже... В студии уже рассказывает о том, как он его выиграл, да, и... Тогда мы поднимали вопрос несанкционированных свалок, вообще, в принципе, куда у нас уезжает мусор из двора, и поэтому вот Роберт эту инициативу перевел в полноценный социальный проект. Это очень быстро, Роберт, поверьте. Мне кажется, от идеи рождения до ее воплощения. Это очень здорово. И с вот этим надеюсь, ТНВ поможет с освещением проекта в апреле-мае 2021 года. А молодежь хочется призвать к тому, чтобы участвовали, помогали республике, привозили федеральные деньги. Фарид Мадарисович, ваш кадр. Мне кажется, точно ваш. Сейчас еще об одном человеке, который заявился так ярко везде. И здесь у нас, и на YouTube. Тимур, сейчас у вас есть и реклама чебоксарского трикотажа, да, вы снимали сериал об Иннополисе, Татарстан Супергуд 2020. Это все вы, «Квартет громкие рыбы». Ну, прекрасный, как мы говорим, оксюморон в названии для YouTube-блогеров. Вы выросли из студенческой студии, в результате стали бизнес-проектом. Вот какая ваша история успеха? Вы шли сами, вы поднимались по карьерной лестнице, у вас же тоже карьерная лестница, фактически вы стали вполне успешным бизнес-проектом. То есть мы же не говорим о карьерной лестнице, это путь до министерского портфеля. Мы говорим о воплощении и реализации. Как вы, в чем ваш успех был в конечном итоге? Ну, наверное, любой успех строится на ориентировании на долгосрочную перспективу. И вот знаете, есть люди, которые хотят чего-то краткосрочного и сиюминутного. Быстро заработать, быстро обогатиться, что-то сделать для того, чтобы сейчас стало хорошо. Но как будто бы все самое лучшее на самом деле будет впереди. И если не думать о том, чтобы сейчас что-то получить, а вот просто делать то, что тебе нравится, делать что-то, во что ты веришь, экологический ли это проект, или проект ли это образовательный, то в конечном счете жизнь сама прибьет тебя волнами к тому, то, что ты заслужил. Сколько лет вы занимались тем, что вам было интересно, то, что вы любили, прежде чем получить вот такую популярность? Да, я не знаю. Ну, наш первый миллион мы заработали в 2012 году. Это 1 000 000 просмотров. Да. Но 1 000 000 просмотров в конечном итоге монетизируется. Да. Ну вот, смотрите, вот 8 лет назад мы начали, бегали с такими небольшими камерами, а сейчас уже с большими камерами бегаем. Не мы, но мы рядом стоим и говорим, вот так снимаем, вот так снимаем. Ну круто, это тоже взлет. Это та же ракета успеха. Сейчас еще о неравнодушии. Вот после Роберта мне хочется задать вопрос уже Ане Макаровой. Волонтеры-медики в этом году, мне кажется, мы все поняли вообще, что такое волонтеры, степень их значимости, как для Татарстана, так и для каждого из нас. Вы выполняете огромную работу. От каждого из нас, мне кажется, большое спасибо вам за то, что вы есть, и ту работу, которую вы выполняете в этом году. Вот расскажите, пожалуйста, вот ваша социальная активность, как вам помогает реализовываться? Это можно считать тоже карьерной лестницей, социальной лестницей, социальным лифтом? Для чего вы это делаете? В первую очередь хочется сказать, что мы будущие медицинские работники, и нашей основной задачей является помощь людям. Сейчас стоит отметить, что около 3000 волонтеров-медиков помогают в медицинских организациях Республики Татарстан, помогают по доставке продуктов питания пожилым маломобильным людям, по доставке лекарственных средств, как по льготным препаратам, так и лекарственные средства для пациентов с ковид. И это является нашей основной задачей. Очень большое внимание сейчас оказывается медикам
мы считаем, что это наш долг, это честь для нас, что мы можем хоть как-то посильно помочь нашему медицинскому персоналу по всей республике, так как задача на них лежит сейчас очень большая, и времени, к сожалению, у них на каждого пациента становится все меньше и меньше. Поэтому для нас, да, это чувство долга, ведь каждый волонтер, который сейчас находится в медицинской организации, он получает дополнительный опыт, он становится более компетентным специалистом. Ну и нашей задачей как организаторов этой общественной деятельности в сфере здравоохранения является как-то их подбодрить, замотивировать. И мы со своей стороны стараемся помогать им при поступлении в ординатуру в дальнейшем. Они имеют возможность получить дополнительные баллы при поступлении. То есть это не из серии, что волонтерство за что-то, а из серии, как замотивировать и помочь волонтеру, так скажем, преодолевать все трудности, которые есть на нашем пути. Еще раз огромное спасибо, вы молодцы. Спасибо. Действительно, этот год показал. Мы завершаем практически программу. Мне сейчас хочется буквально проговорить про некие итоги. Для начала, Алла, вот вопрос, то, что через несколько дней мы уже затрагивали тему, что состоится форум молодежных организаций по антикоррупционной тематике. Вот его задача, чего бы вы хотели, то есть завершить этот год этим форумом. Я понимаю, что ставятся какие-то важные задачи. В первую очередь, коррупция боится гласности. Мы для этого и проводим такой форум открыто, для того, чтобы все пришли и заявили о своей проблеме. Конечно, подытожить те какие-то коррупционные риски, с которыми молодежь столкнулась либо в течение этого года, либо уже давно наболевшая проблема, которую хочется как-то решить. Конечно, молодежь предлагает различные сервисы, потому что сегодня цифровизация и коррупция несовместимы, и все, что прозрачно, все открыто. Поэтому молодежь и предлагает где-то вкладки на сайте, какие-то адвайсы, гаджеты, сервисы, для того, чтобы это все-таки сделать максимально открытым, транспарентным, прозрачным. Вот такая главная идея нашего форума. Постараемся все-таки коррупционные риски минимизировать в разных отраслях, и в разных там, и в муниципалитетах, и в городе, и в образовании, и в экологии, в общем, и во всех сферах максимально широко охватить, каким образом молодежь может минимизировать или ликвидировать эти коррупционные риски. Андрей Иванович, в завершении тоже вам вопрос. Скажите, пожалуйста, все-таки молодежь сегодня сдала экзамен по антикоррупции, если был бы такой экзамен в ВУЗе, в школе? Конечно, конечно. Вот то, что сегодня прозвучало в этом зале, свидетельствует о том, что молодежь в этих вопросах сегодня очень и очень подкована и, наверное, во многом даже лучше, чем более взрослое поколение. Поэтому я думаю, что у этой политики есть будущее, когда она в руках такой молодежи. Спасибо. Фарид Мударисович, вот вы сегодня стали гостем такой программы. Как вы считаете, действительно, за молодежью есть будущее в антикоррупционной пока политике, ну и в вашей отрасли тоже в дальнейшем? Будущее только за молодежью и есть. Так скажем. Я бы, наверное, хотел посоветовать. Сегодня очень активная молодежь ищет себя, это очень хорошо. Но совет какой? Не искать себе новое место каждый год или два, а получив опыт, вот 2 года поработав на одном месте, показать еще 2-3 года эффективной работы. Так вас все-таки увидят, заметят, оценят и, конечно же, будут сопровождать вот по этой самой карьерной лестнице. Не нужны никакие связи. Вот поймите, это правда. Не нужны никакие фамилии. Вы нужны работодателю такими, какими вы есть. Вы сегодня очень грамотные, очень целеустремленные. Показывать умеете свою эффективность. Не спешите, торопиться не нужно. Торопиться не надо. Хороший совет. Рустам Камилович, в завершении хотел тоже добавить, что вот как Фарид Мударисович правильно ответил, не нужно искать там новые должности. Понятно, амбициозность, амбиции они всегда должны быть, нужно стремиться всегда, да. Но если ты вкладываешь в себя, то есть тебя в любом случае заметят как грамотного, хорошего специалиста, и тебе всегда предложат ту или иную должность. И, то есть ты будешь дальше расти по карьере. Но первое, это вот начни с себя, вкладывай в себя, да? Вот именно вот этот посыл. А в части эффективности, вот вообще программ, хочу сказать, что я бы их поделил вот на 2 части. Первое – это поддержка в реальном секторе. Это вот, как уже повторюсь, гранты, субсидии, IT-парки, промплощадки. Это то, что тебе дает возможность реализовать или начать свое дело без коррупции, так скажем. Да? А второе – это у нас уже именно воспитание, правовое воспитание.
Вот. То есть вот эти два направления, на которых нужно, естественно, да, акцентироваться. И к чему? Здесь, то есть, мы говорим о том, что для того, чтобы вырастить дерево, нужно посадить семечку. И я думаю, через какое-то время мы получим поколение, которое будет невосприимчиво. Соберем урожай. Отлично. На этом мы заканчиваем программу «Трибуна нового века». Я благодарю всех участников. Нам было интересно с вами. Мы окунулись в определенное, наверное, и студенчество. Я пожелаю всем успехов и обязательно крепкого здоровья, что так необходимо в этом году. Всего доброго.